Сейчас группу еще один вариант. Убавляем все равно жарко. Слава Богу. Жарко, не холодно. Давайте мы поднимемся на наши ноги, и мы благословим наше собрание сегодня. Хорошо? Господи, Отец, благодарим Тебя за Твою милость, благодать к нам. Благодарим Тебя за возможность, что Ты даешь приходить сюда, находиться здесь, поклоняться Тебе, слышать от Тебя, Господи. Господи, мы просим Тебя, наполни это собрание сегодня своим присутствием. Господь, пусть каждый человек, который пришел сюда сегодня, он не уйдет безразличным, но он получит то, в чем нуждается. Господь, написано, что Ты знаешь наше сердце, даже лучше нас самих. Господи, кто нуждается в утешении, пусть получит утешение. Кто в обличении, обличение. Кто в назидании, в назидании. Кто в утешении, утешение. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы Твой Дух, Он был здесь. Все, что не будет делаться, Господь, мы делаем в Твою славу. Господь, прими эту хвалу и поклонение. Благодарим Тебя. Ты достоин, Ты царь царей, и мы славим Тебя. Давайте мы прославим Господа, хорошо? Господи, Тебе аплодисменты. Аллилуйя, тебе Господь.
разреши мне дать. Это все из-за Иисуса. Я буду петь и танцевать. Благо, благо, благодай. О, мой Отец, реши мне дать. Это все из-за Иисуса. Я буду петь и танцевать. Незаслуженно прощен. И
слава Богу. Давайте мы ему аплодисменты дадим. Господи, Тебе вся слава. Ты великий Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. И можно детей сюда позвать, и мы сейчас будем молиться за детей благословимых, дети, подростки. Но прежде чем мы это сделаем, пока они выходят, давайте мы благословим вот Александру. У нас есть новый член общества, новый человек, не побоюсь этого слова. Знаете, всегда так удивительно наблюдать за ними, да, что вот она еще совсем недавно, я помню, как она в животе была, и она уже вот такая, да. Нам, как верующим, дана власть. Аминь. Власть что-то разрешать и чему что-то запрещать. Написано, так и будет. И родители, у вас есть власть благословлять своих детей. Ваши слова не имеют значения. Аминь. Благословляйте детей дома. Но сейчас мы как церковь, все вместе мы благословим этого ребенка. Хорошо? Господи, благодарим Тебя за этого нового человека. Благодарим Тебя за Александра, Господи. Благословляем ее сейчас. И просим Тебя, Господь, Ты благослови ее. Всяким Твоим благословением, Господи. Я благословляю ее развитие. Господи, благословляю ее разум. Провозглашаю, что она будет просто умницей. У нее будет мудрость, которая есть не у каждого человека. Господь, мудрость, которая от Тебя превыше всего. Господи, благослови ее. Я благословляю ее крепким здоровьем, физическим и духовным. Господь, благослови ее развитие. Пусть она вырастет, станет полноценным взрослым человеком, будет живая, здоровая. Господь, благослови ее развитие. Господи, окружи ее такими людьми в ее жизни, которые будут оказывать положительное влияние на развитие ее характера. Господи, я благословляю ее, чтобы она была надеждой и опорой своей маме, своим бабушкам, дедушкам, старости им, Господь. Господи, благослови ее просто, ходи с ней. Я провозглашаю, что в свое время она осознанно примет правильное решение, она выберет Тебя, выберет жизнь. И она будет слышать Твой голос во имя Иисуса. Господи, я прошу Тебя также за ее будущего мужа, за ее будущую семью и за ее будущих детей, Господи, благослови. Благослови ее этим обильно, Господь. Пусть будет один муж, пусть они любят друг друга во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал: Аминь. Такое чувство было, что она меня понимает, смотрит на меня так и говорит аминь. Подождите, дети, мы за вас еще не помолились. Да, выходите обратно. Господи, у нас еще вот тоже есть, можно тоже благословить. Давайте мы помолимся за всех. Господи, мы просим Тебя также, все, что мы провозглашали, Господи, благослови Руслана во имя Иисуса Христа, как я его сейчас благословляю. Благослови его крепким здоровьем, Господи. Пусть все, что мы говорили, оно сбудется также в его жизни, Господь. Пусть будет крепкий физически, пусть будет муж по сердцу Господа. Господь, научится слышать Тебя, будет с Тобой близко во имя Иисуса, Господь. Аллилуйя, благослови его. Будет примером для окружающих в отношении с Тобой во имя Иисуса. Господи, благослови его на то, чтобы он развивал свои таланты, Господь. Ты уже дал что-то. Ты заложил какие-то дары, Господи. Я провозглашаю, что он будет в чем-то лучше во имя Иисуса. Господи, пусть Твоя рука, она будет над ним, уберегая его от зла во все дни жизни. Господь, пусть будет так. Господи, мы просим Тебя за каждого ребенка, который у нас здесь есть. Сейчас, Господь, все, что мы говорили, все эти благословения, за каждого, кто здесь и кто сейчас в нашей церкви, но их нет на собрании, Господи, мы всех благословляем.
во имя Иисуса. Провозглашаем Твою защиту над ними. Пусть всякая болезнь обойдет их стороной. Господь, этот новый вирус, который есть, который еще не побежден, обойдет их стороной. Даже если кому-то прикоснется, не будет никаких последствий. Все будет в самой наилегчайшей форме во имя Иисуса. Я провозглашаю это в их жизнь. Господи, пусть каждый из них в свое время примет правильное решение. Господь, благословляй их обильно. Господи, дай мальчикам войти в свое предназначение, Господи, потому что они призваны быть лидерами, Господи. Мы просим Тебя за их будущих половинок, супругов и супружниц, Господи. Благослови их уже сейчас, Господь. Эти люди, они где-то есть. Господь, пусть у них будут полноценные семьи. Господи, благослови их детей. Пусть они будут им надеждой и опорой в старости, Господи. Дай мудрости воспитания во имя Иисуса. И веди их дальше по жизни. Пусть Твоя рука, она будет над ними все время. Аминь. Аминь. Теперь можно... Слава Богу, у нас весна наступает. Все оттаивает. Я рад приветствовать людей, кто давно не был в церкви уже. Может быть, вы смотрели онлайн. И так радостно вас видеть. Цель мое почтение. Так много у нас людей, так приятно видеть вас снова. Здорово. Светлана, давайте мы помолимся еще, я попрошу Светлану повести нас в молитве. Мы молимся за нашу церковь, за церкви в регионе и за наши нужды. Хорошо? Доброе утро, дорогая церковь! Я всех приветствую вас любовью Христовой. И как отрадно видеть, да, что в церкви есть много детей, много подростков. Это значит, что у нашей церкви есть будущее. Аминь? Аминь. И в Галатам 6 глава 2 стих написано, что если мы будем нести бремена друг друга, то мы исполняем этим закон Христов. И сейчас мы будем молиться за наши нужды как церковь. И это замечательно, это мощная сила, когда церковь в единстве, в союзе единства, с любовью, простираясь до любовью друг к другу, молится за нужду друг друга, да, и в целом. Давайте встанем на свои святые ноги и простремся к Богу в единстве молитве. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты есть Бог нашего города, Ты есть Бог нашего сердца, нашей жизни. Мы преклоняемся перед Тобой, Господь, и прямо сейчас мы, как церковь, в единстве, в одном духе простираемся к Тебе в молитве за наш город. Мы благодарим Тебя за то, что Ты переселил нас в этот замечательный город Якутск. Город будущего, город Царства Божьего во имя Иисуса Христа. И прямо сейчас, как власть, имеющая в этом духовном мире Церковь Иисуса Христа, высвобождаем с верой, с любовью за наш город, чтобы он процветал, чтобы люди спасались во имя Иисуса Христа, чтобы Царство Твое распространялось до краев земли. Благословляем начальство и власти, Господь. Благословляем предстоящие выборы мэра города, чтобы был тот достойный человек, которого Ты знаешь, Господь, и который знает Тебя, Господи. Подними его, Господи, собери вокруг него таких людей, которые знают Тебя, которые творят хорошие дела во благо людей, во благо своего города. Пусть это будет Твоим решением, Господь. Побуди сердца людей, Господь, чтобы был избран тот самый человек, которого Ты поставишь над этим городом. Мы также благословляем и благодарим Тебя, наш Бог, за нашу церковь в нашем городе, за то, что есть, Господь, дом Отца нашего в этом городе, где можно прийти, Господь, можно восстановить, Господь, свое сыновство, свое дочерство, Господь, в Твоей любви, Господь, в Твоем избытке, Господи, иметь будущее, Господь, иметь вечную жизнь. Спасибо Тебе за пастырей, которые трудятся с любовью, Господь, которые охотно трудятся, которые прилагают все усилия, чтобы народ Твой был, Господь, ведом Твоим Духом. Также мы благословляем
нашего епископа, наши церква по Дальнему Востоке, Господь, Северо-Восточный Союз, чтобы все церкви, они процветали, Господь, чтобы через них, Господь, высвобождалась Твоя воля, Твоя благодать, Твое царство, Господь, и населяло эту землю во благо Твое, во славу Твою. Также мы молимся за нашего пастора Алексея, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты нашел его верным в этом служении, за то, что Ты даешь ему дерзновение, Господь, идти вперед за Тобой, Господь. Ведя эту церковь, Господи, дай ему храбрость и дерзновение, Господи, чтобы он имел видение, Господь, четкое видение от Тебя, Господь, чтобы его уста было помазано на слово, на хлеб живой с небес, Господь, чтобы народ Твой был сытым, Господь, и способным, Господь, сильным, твердо стоящим на ногах, Господь, на стезях Твоих. Слава Тебе, Господь, это все, во всем в этом да будет воля Твоя. Также мы молимся, как церковь, за наши нужды. Мы принимаем, Господь, твердо верим, Господь, что Твое Слово верно и действенно. Ибо Ты говоришь, все свои нужды возложите на Меня, ибо я печусь о вас. Да, Господь, мы твердо знаем и верим в каждом дне своей жизни, что Ты высвобождаешь свой избыток, свои решения, Господь, на наши молитвы, на наши ответы мы получаем через Тебя, Господи. И сейчас мы отдаем свои нужды, Господь. Тот, кто болеет прямо сейчас, да будет восстановлен, исцелен. Ранами Иисуса Христа вы исцелены. Восстановление, исцеление во имя Иисуса Христа. Тот, кто ищет работу, да будет он дерзновенен пойти на то место, которое он хочет, Господь. Ибо Бог уже приготовил новую землю для него. Пусть у него будет храбрость, дерзновение во имя Иисуса Христа и водительство Духа Святого. Просто мы благословляем тех работодателей, которые ищут таких людей, которые верны в своем деле, которые делают это хорошо. Пусть это место будет для тебя, дорогая брат, дорогая сестра. Имей силу от Бога, уповай на Бога, и Он исполнит желание сердца твоего. Также мы молимся за болящих. Сказали, что ранами Иисуса они исцелены. Оно так и есть. Уповай на Господа. Противоставим всякой болезни, всякой проблеме и всякой немощи. Ибо Иисус уже сделал 2000 лет назад на Голгофском кресте. Благодарим Тебя, Господь, за это собрание. И Ты дал нам уши, Господь, чтобы слышать Тебя. Ты дал нам сердце, чтобы принять семя Твоего Слова. И да будет это сегодня сделано. Пусть все сердца ваши будут открыты принять Его Слово с небес. Будьте благословенны, дорогая церковь, во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. И прежде чем мы перейдем к слову наставления сегодня, у нас есть еще немаловажная часть служения, да? Это десятина и пожертвования. И можно не вставать. Я попрошу, можно уже ведра пустить по залу. И если вы первый раз в церкви и вы не знаете, что происходит, не переживайте вообще по этому поводу. Те, кто не первый раз, вы знаете, что вы делаете. Пусть Господь благословит вас обильно. Я просто хотел бы обмолвить. Вы знаете, почему мы даем, зачем мы даем. То есть церковь существует на наши с тобой пожертвования. То есть мы не получаем какого-то финансирования откуда-то, да? Оно у нас внутреннее. То есть мы сами строим, сами покупаем инструменты, сами славим, сами платим за электричество и так далее. На все, к сожалению, в этом мире нужны деньги. Но пусть Господь благословит каждого обильно, кто когда-либо давал. Вы знаете, что я не очень люблю проповедовать на тему даяния, вообще финансов. Мы говорим редко, но учение оно все равно должно быть. Да? Если хочешь, чтобы что-то развалилось, перестань вкладывать туда деньги. Знаете, такая мудрость. Без денег практически ничего не работает, к сожалению, в нашем мире. Аминь. То есть Хорошо. Кто-нибудь подскажет, где у нас Любовь Николаевна? Ага. Я смотрю и не могу ее найти в зале, думаю. Она сегодня слово приготовила. Думаю, вот это подстава.
Сейчас буду выкручиваться. Давайте мы поприветствуем Любовь Николаевну, она поделится словом. Женщины, когда стоит цвет волос изменить, и все. Мужчина потерялся. Пастор потерялся, да. Добрый день, драгоценная церковь. Так радостно вас всех видеть. Я хочу сказать, что за год, как именно карантинное мероприятие, год. И вот это, наверное, пожалуй, такое максимальное количество людей, которое сегодня собралось. Но я хочу призвать вас, чтобы мы все вместе согласились верить за то, что к концу года произойдет приумножение в разы того, кто был до карантина. Мы просто верим в это и призываем вас всех молиться за это. Аминь. Чтобы был количественный рост церкви, ну и, конечно же, чтобы мы возрастали и духовно. Аминь. Аминь, драгоценные. Но несмотря на то, что мы живем с вами, еще такими есть определенные ограничения, знаете, у нас, у верующих, есть свобода в духе. И есть мир в сердце. И это великая благодать, я хочу сказать. Согласитесь, что нет ничего более ободряющего для человека, как иметь в любой период его жизни то, что дает ему надежду на славное будущее. Аминь. Иметь то, что дает уверенность в сегодняшнем, что не останешься один на один в трудной жизненной ситуации, но получишь своевременную помощь, обеспечение, защиту, а также иметь то, чем ты всегда можешь хвалиться, и это будет угодно нашему Богу. О чем идет речь? О сути благой вести, о Голгофском кресте и распятом на нем Иисусе Христе, о том, что уже свершилось, и о том, что мы имеем благодаря кресту и Христу распятому. Итак, тема сегодняшней проповеди – это крест – место обмена. Вот для приумножения церкви как раз, и для ободрения тоже. Поэтому слово ободряющее. Я уже касалась темы креста во время пандемии, но этот вопрос, который надо изучать ежедневно при нашей земной жизни. Да и в вечности еще, драгоценно, мы будем открывать для себя что-то новое в том, что именно свершилось на кресте, в том, что это слово содержит. Так что тех, которые по ту сторону экрана, я прошу, не выключать сейчас свои смартфоны, потому что нет на земле ни одного человека, который бы уже познал в совершенстве этот вопрос. И который жил бы в полноте победы во всех сферах своей жизни. И все обетования он видел исполнившимся. А вы кто-нибудь встречали таких людей? Я думаю, что нет. Обычно как бывает на практике, как бывает в жизни? В чем-то человек действительно преуспевает, ходит в победе в какой-то определенной сфере, да? Но в другой сфере у него могут быть сражения, и поражения, и брешь сплошная, и так далее. Разочарование. То есть это идет многосторонний процесс возрастания. У многих из нас есть знания, но нет познания того, что же именно произошло на кресте. А как же нам с вами приобрести это познание? А значит и войти по праву наследования во все то, что было приобретено ценой крови нашего Господа Иисуса Христа. Безусловно, прежде всего это приходит через откровение, которое можем получить через слово Рема, то есть общаясь с Господом, будь то слово Рема, будь то видение или сны и так далее. Различные могут быть способы. А если мы не получаем такого откровения, таким образом не получили, что нужно делать? Продолжаем молиться, продолжаем ревновать, продолжаем изучать Слово, размышляем над ним, осознавая, что это наиважнейший вопрос нашей жизни. О чем проповедовали апостолы? Давайте мы откроем с вами, кто читает Библию, 1 Коринфянам, 2 глава, 2 стих.
И там написано, апостол Павел пишет: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом какого? Распятого». Как видим, апостол Павел говорит Коринфянам только об одном, о распятом Христе. И можно было сделать такой вывод, что он больше вообще ничего не знает. Он что проповедовал? То, что он проповедовал, мы видим в Слове Божьем. Он проповедовал Иисуса Христа простым языком. И он говорил, что именно распятый Иисус Христос и есть Сын Божий. И Он спаситель каждого человека. И что всякий, кто покается и в своих грехах и уверует в Него, будет спасен. Кто-то из толкователей этого местописания образно так выразился, что апостол Павел призывал всех стать под развернутое знамя креста. Вы знаете, этот призыв стать под это знамя креста, он звучит громогласно к нам через тысячелетия. Давайте вспомним, как воспринималось слово о кресте некоторыми категориями граждан. Это кем? Иудеями, как воспринималось, эллинами и нами спасаемыми. В 1 Коринфянам, в 1 главе, в 18 стихе мы читаем. 1 Коринфянам 1:18. «Ибо слово о кресте для погибающих уродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». И здесь же 23 стих. Здесь же. «Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для нас спасаемых». Я прошу прощения, я про 18 говорю. «Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для нас, эллинов, безумие». Итак, для иудеев спасение через распятого Христа – это соблазн. Иисус – это камень преткновения. Иисус не дал им того, чего они ожидали от Иисуса как от Мессии. А что они ожидали от Мессии? Помните, они ожидали, что римская власть будет свергнута, и Иисус станет их действительно земным царем. И все будет аллилуйя, обеспечение, мир и все так далее. И к тому же Иисус был повешен на дереве, принял унизительную, позорную смерть, которая была просто неприемлема для иудеев. Для эллинов, то есть для язычников, для погибающих, распятый Христос был глупостью, юродством. Они не видели в поступке в этом мудрости, а лишь бессмысленность. И довериться Христу, который был распят, как обычный злодей, было, конечно же, для них самым настоящим безумием. Но для нас, спасаемых в этом, да, что мы видим? Участие, да? Значит, открывается для нас сила Божья и открывается премудрость Божья. Об этом в основном мы с вами и поговорим сегодня. Как тогда Божий план спасения выходил за пределы понимания самых мудрых и самых образованных людей того времени, так и сейчас. Да это и понятно, потому что рассуждать по-мирски, по плоти, результат будет один. Невозможно получить жизнь от того, кто умер. Как же люди думают? Невозможно получить благословение от того, кто написано, что сам стал проклятием. Невозможно получить благословение от того, кто стал проклятием. И невозможно оправдаться через того, кто сам был осужден. Но Бог, юродством своей проповеди, решил спасти людей. И сделал Он это через простых людей, прежде всего через рыбаков, как мы помним. Но вы знаете, по-прежнему в основной своей массе христиане – это не философы, это не ораторы, это не государственные деятели, и не, скажем так, не богатые и не сильные мира сего. А обычные простые люди, как мы с вами. Посмотрите по сторонам. И вы знаете, апостол Павел именно об этом и призывает. Он говорит, посмотри, это 1 Коринфянам 1:26. Все та же 1 Коринфянам 1:26. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых,
немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрые мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Это, драгоценные, наша характеристика. Не мешает об этом помнить. Сила Голгофского креста, конечно же, не в самом кресте. А в чем? В том, кто именно был распят на нем. А это 100% Бог и 100% совершенный человек, наш Господь. Есть секта такая в Филиппинах, где верующие сами себя добровольно распинают, прибывают ко Христу. И знаете, что это? Это не что иное, как человеческая гордость, тщеславие и амбиции. То, что сделал Иисус, невозможно повторить. И сделал Он это добровольно. И как Он мог сделать? Только потому, что Он был безгрешен. Если бы хотя бы один единственный грех был у Иисуса, все бы закончилось. Это было поражение. Чтобы нам двигаться с вами в силе креста, нужно знать, как Бог лично видел крест. И что произошло на самом деле. Ну, во-первых, распятие Христа на кресте – это акт проявления отцовской любви к нам. Иоанна 3,16, я уверена, что все вы знаете наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но несмотря на это, что произошло и что написано, есть слово, кто-то даже из верующих периодически может сомневаться в любви Божьей и думать, что Богу до него нет дела. Особенно если есть какие-то трудности, если есть неотвеченные молитвы, если есть какие-то неурядицы в семье, или финансовые проблемы, или проблемы со здоровьем, скорби, если испытания и так далее. Драгоценные, если появляются подобные мысли, что Бог вас не любит, надо тут же посмотреть на крест. Потому что крест – это доказательство Божьей любви. Отец отдал Сына возлюбленного за кого? За нас, за свое творение. За людей, которые все согрешили. Слово говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Скажите, вот кто-нибудь из вас, честно только, отдал бы своего сына, пусть даже и не единственного, но своего сына, за людей, которые не просто его распнут, что ужасно, но будут прежде издеваться, оплевывать, просто бичевать его, унижать его будут, а ставить ни во что, а после будут также ставить ни во что и впоследствии, да, и пренебрегать его имя, пренебрегать его саму как жертву, игнорировать эту жертву, пренебрегать его кровь. Понимаете, я этот вопрос, вот именно отдали бы своего сына за, да, вот за таких людей, даже хороших, говорила, людей. Сотни людей при организации отвечали нет. И я думаю, что и здесь бы никто не нашелся, сказал бы да. Вы знаете, это все нормально. Но вот видите, насколько Бог нас возлюбил. И это было проявлено действительно на деле. И крест – это не только акт любви Отца, но это также доказательство любви кого? Самого Иисуса Христа. Аминь. К нам, как своим друзьям. Ведь Он говорит в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 13 стихе, Он говорит: нет больше той любви, как есть не положит кто свою душу за друзей своих. И мы знаем, что Он называет апостолов своими друзьями. Он говорит: вы мои друзья. Вообще любовь Иисуса, конечно же, она превосходит всякое разумение. Она совершенная. Она безусловная. И все эти характеристики, которые мы читаем в Коринфянам, 13 главе, это как раз все характеристики, что относятся к этой любви. Бесконечная любовь.
бесконечно. Океан Божьей любви, да, мы поем, это о нем. Крест – это также место полного смирения и послушания Отцу. Аминь. Аминь. Мы помним, что Иисус смирил себя, был послушным до смерти и даже до смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Крест – это и есть совершенная воля Божья. И это часть Божьего плана искупления, спасения, примирения и оправдания всех нас. Это не случайность, и это не стечение обстоятельств. Крест был вечным планом Бога. План искупления был составлен исключительно премудростью Божьей. И был открыт исключительно благодатью Божьей. Тут мы никакого отношения не имеем. Только Святая Троица знала об этом плане. Даже ангелы не знали. И в 1 Тимофея 3:16 мы об этом и читаем, что Бог показал себя ангелом. Что значит показал? Они что, его не видели в вечности? Видели, но именно вот так. Они его не видели. Во плоти и на кресте, конечно же, нет. Они его познавали. Дьявол также просчитался. И это откровение о кресте и о Христе распятом он не имел. Иначе бы никому не позволили убить Иисуса. Он бы личным был его телохранителем. Он бы все деревья поспилил, чтобы ему вечно властвовать над нами, над людьми. Вы знаете, крест стал могилой дьяволу, могилой духом, грехам и ветхому Адаму. Итак, природа креста, она вечная, и сила креста вечная и неприходящая. Иисус, как агнец, был распят в вечности перед началом сотворения физического мира, в том числе и земли, конечно, и обитателей земли. То есть еще до основания мира, как написано в Слове. Значит, сам Отец избрал смерть и орудие смерти как? Он избрал, получается, Отец крест избрал, да? Как орудие смерти. А не иудеи и не дьявол. Крест пришел к нам из вечности физической. И на нем совершилась работа, как на алтаре. Что именно совершилось? Агнец был заклан на нем, как жертва. И потом крест вернулся в вечность. Иисус, как жертва, вобрал в себя огонь Божьего суда. На горе кормил Илия, мы помним, пророк, устроил жертвенник, и огонь с неба поглотил жертву. Об этом очень хорошо и подробно говорил в прошлое воскресенье пастор Алексей. Но на Голгофе жертва поглотила огонь Отца. И полностью удовлетворила справедливость Отца. Потому что Бог – это не только любовь, но Бог – это и судья праведный. Иисус пригласил ко Христу бывшее о нас рукописание. Об этом говорится в Колоссянам 2:14. Но я не буду зачитывать. Я сегодня многие места Писания буду просто озвучивать и комментировать. Для тех, кто хочет углубиться, места Писания будут озвучены, вы сможете это сделать. Вообще очень хорошо проверять слово, которое говорится здесь, с кафедры, где бы вы не слышали слово, проверяйте его с написанным словом и углубляться самому. О каком рукописании идет речь? Давайте разберемся. О приговоре греха, о приговоре в смерти, который мы носили в себе и на себе. То есть речь о требовании, которое было против нас, об обвинении. И оно действовало до креста. Когда мы были в образе ветхого Адама и не были рождены свыше. Это приговор и шел от Бога. Бог сказал: в день, который вкусишь, смертями умрешь. Это приговор. В Эдемском саду Адам и Ева, они вкусили от дерева познания добра и зла. Пока мы носили этот приговор на себе, враг делал с нами, можно сказать, все, что хотел. Но не в полной мере, но тем не менее. Он убивал, позорил нас, гнобил, унижал. И мы не могли его прогнать, потому что на нас висел этот приговор.
И дьявол, он как прокурор использовал этот приговор как инструмент против нас. И продолжал легально нас уничтожать. Когда Бог отменил приговор, который висел над нами, да? То есть вместо нас наказание забрал Иисус, как заместительная жертва, то мы получили власть. И теперь уже мы можем именем Иисуса, и власть дана нам, прогонять врага. Об этом пророчески написано еще в Ветхом Завете, в Софонии, 3 глава, 14-15 стих. Дома прочитайте. Софония 3, 14-15. Что еще произошло на кресте? Произошел обмен. Чего? Плохого на хорошее. Давайте мы с вами конкретизируем. Немощи и болезни были забраны на крест. Притом все, без исключения. 1 Петра, 2 глава, 24 стих, вы знаете его. Исайя 53, 4, 5 говорит об этом. Ну, давайте Исайя прочитаем. Исайя 53, 4 стих. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он поражаем был, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Обратите внимание на цену нашего исцеления. Иисус был, только в этих 2 стихах мы читаем, Иисус был поражаем, наказуем, уничижен, изъязвлен, мучен и умер. Что еще было? Грехи и беззакония также все, без исключения, были забраны на крест. Подтверждение прочитаем Римлянам 6.6. Римлянам 6.6. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Итак, рабство греха разрушено. Греховная адамовская природа и наш ветхий человек были распяты на кресте. Ветхий генетический код Адама также умер на кресте. То есть нам была дана во кресте свобода от грехов. Крест драгоценный сильнее любого греха. Аминь. На кресте мы приняли через распятие ДНК Сына Божьего. И таким образом наш духовный, душевный и физический генетический код, то есть ДНК, да, был восстановлен. Аллилуйя! Мы род теперь Божий, да? Иисус умер по своему желанию, а не потому, что смерть за ним пришла. Смерть не имела над ним никакой власти, так как у него не было греха. Что говорит Иисус об этом? Он в Иоанна 10:18, Евангелие от Иоанна 10:18, он говорит об этом именно, что никто не отменяет ее, то есть жизни у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и имею власть принять ее. Аминь. Только отождествившись с человеком, с человечеством, Иисус имел эту власть взять на себя грехи всех нас. А так как крест Он пришел из вечности, о чем уже сказали, то Он и настоящее, и прошлое, и будущее людей тоже все это было задействовано. Да? Все время было задействовано. Иисус совершил невозможное. И повторить это невозможно. Иисус был обезображен, изуродован, чтобы наш обезображенный грехом и тлением образ мог преобразиться и уподобиться красоте Его образа, того славного образа, в котором Он сейчас. Что еще мы получаем через крест по вере? Праведность. Праведность Господа. Мы стали святыми и непорочными, и неповинными пред Ним. Крест освободил нас от вины. Теперь людей, кто протянет руку Господу, каждый получает оправдание и спасение.
На кресте была забрана также нищета. Иисус, будучи богат, обнищал ради нас. Через Его нищету, через крест мы обогащаемся. Драгоценно, просто это забываем в повседневной жизни, но это нужно востребовать. Это наше. Проклятия были распяты на кресте, а благословения как раз высвобождены. Мы благословлены теперь во Христе всяким духовным благословением в небесах. О проклятиях написано в Галатах 3:13, а о благословениях, это для тех, кто будет изучать, Ефесянам 1:3. Также преграды, которые разделяли нас Отцом, были убраны через кровь и крест. Через разорванную плоть Христа нам с вами открылся вход во святое святых, куда входил раньше только один раз в году первосвященник. И мы теперь можем входить в святое святым, как написано, путем новым, живым, кровью Христа, пролитой на кресте. И мы с вами теперь находимся во Христе на престоле. Это Евреям 10 глава, 19-20 стихи. Крест — это также место поругания, место позора, место мучения, физической смерти нашего Господа Иисуса Христа. Но также одновременно этот крест, он является местом позора и для начальства, и властей. Но на этот раз вечного позора. Они недолго ликовали. Здесь, на кресте, они были обезоружены и лишены силы. Помните об этом. Давайте прочитаем эти места Писания, чтобы себя порадовать. Лишний раз не будет. Колоссянам 2 глава, 15 стих. Колоссянам 2:15. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжевал над ними с собою». И буквально отрывочек, Евреям 2:14. «Дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». На кресте, драгоценный, смерть она была разрушена. И явлена жизнь и нетление через благовестие. Это 2 Тимофея 1:10. Опять-таки дома изучите. 2 Тимофея 1:10. «У смерти нет ключей власти, но у нее по-прежнему есть что? Оружие. Оружие, которое как называется? Кто мне может сказать? Правильно я слышу. Жало. Жало, совершенно верно. Что такое жало? Что это? Ну, это же не просто вот так вот жало. Что это такое? Это грех и закон, драгоценные. И смерть этим оружием воюет против нас. А мы даем это, если грешим. Вот и все. Ключи ада и смерти после креста у Иисуса. Не у смерти, не у ада, а у Иисуса ключи. И мы в нем также имеем эти ключи. И вообще любые ключи, да, в Писании, что они символизируют? Откровение. Это откровение. Когда мы имеем ключ, да, мы, как распорядители, имеем власть, имеем силу, имеем право открывать, имеем право закрывать, имеем право разрешать, запрещать, утверждать и так далее. Это все дает ключи. Крест — это также место триумфа и победы над грехом, тьмой, сатаной, смертью. И это место победы не только нашего Господа Иисуса Христа, но и кого? Нас, конечно, драгоценные, нас в Нем. Наша победа — это вера в победу Господа. То, что уже все свершилось, Он победил. Крест — это также место, которым мы хвалимся и которым мы отделены от системы этого мира. Давайте откроем Галатам 6 главу, 14 стих. Галатам 6, 14. Апостол Павел пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Двойная запечатка. Я мертв для этой системы мира, говорит Павел, и мировая система мертва для меня. Это пример для нас. Крест — это также дерево познания добра и зла, которое было сокрушено. Помните, апостол Петр сравнивает, он называет крест древом. Он говорит, он грехи наши сам вознес телом своим на
древо, на древо. Это древо для нас уже распято, и мы для него распяты, чтобы не вкушать от его мирских плодов. Иисус Христос, Он вынужден был на кресте вкусить зло, так как Он вобрал в себе все имеющееся, все существующее зло. Он вкусил грех и олицетворился с этим грехом и стал грехом, а не просто жертвой за грех. Он и стал этим грехом. Он взял на кресте все, что относилось к смерти, к болезни, к немощи, к тлению и так далее. Вся эта тьма, она как магнит просто потянулась к нему, когда он висел на кресте. Представить это невозможно. Крест – это также печать в духе. Пророческие люди видят на лбу верующих огненный, сияющий крест. Это еврейская буква, последняя буква алфавита, 22-я буква Тав. Это и есть печать Бога Живого, которые мы запечатаны драгоценно и отделены от системы этого мира. Известный интернациональный пророк, такой как Рик Джойер, обращаясь к верующим, однажды сказал: «Не страшитесь, чтобы не получить число 666, а посвящайте себя тому, чтобы носить печать Божью». Именно об этой печати мы как раз сейчас с вами и упомянули. Мы знаем, что в православии принято креститься. Да? Перекреститься, ну вот сделать знамение такое, да? Перекреститься — это не демоническое действие, а вполне может быть благословенное пророческое действие. Приведу такой пример. В детстве я много раз просыпалась от страшных снов. Мне снилось, что дьявол напал на меня, и он меня просто душит. И во сне мне приходилось преодолевать то давление, которое было, или упадок сил в этот момент находил. И каждый раз я пыталась именно наложить это крестное знамение во сне. И как только я это делала, вы знаете, все исчезало. Меня дьявол отпускал. Конечно, тогда это не было осознанное понимание креста, веры не было в силу креста. Но Бог учил на уровне детского понимания, что крест, только, вернее, через крест можно приобрести свободу и победу в жизни. Я не призываю вас, драгоценно, ни в коем случае начать совершать крестное знамение, но я призываю не осуждать тех, кто это делает. Поверьте. Ведь все зависит от мотива нашего сердца. Точно так же, как нет проблемы носить крестик на теле, как послание, как напоминание себе того, что было сделал Иисус на кресте, да? Вот. Точно так же можно перекреститься, совершая это как пророческое действие. Главное, чтобы во всем этом не было упования на крестик, как на талисман, или упования на перекрещивание, как на магическое действие. А чтобы в этом была просто польза. Хоть в этом ношении, хоть в действии. На кресте Иисус умер. То есть, образно говоря, семя умерло. Как написано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Давайте откроем. Евангелие от Иоанна, 12, 24. «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Кто этот плод Иисуса? Кто плод? Мы, аминь. Мы и есть этот плод. И мы с вами, драгоценные, также умерли. Мы умерли со Христом на кресте 2000 лет назад еще. Это уже произошло и было высвобождено для этого благодать. Считайте себя поэтому мертвыми для греха. Мы в церкви поем песню: «Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя». На себя нам нужно смотреть так, как смотрит на нас Отец. И верить в написанное Слово Божье. Мы не грешники драгоценные. Мы свободны от греха. Мы омыты и очищены кровью Иисуса. Мы священники Бога Живого. Мы праведные, святые. Поэтому идентифицируйте себя со Христом, а не с распятым грешником. Иначе никогда не победите грех. На кресте была заплачена полная цена. Пролита кровь.
и мы были искуплены. То есть крест – это место искупления. И искупление, драгоценно, это самое великое событие в истории человечества. Крест – это также место прощения. Помните, Иисус сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки 23:34. Крест – это также место перехода в рай. Иисус сказал разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Луки 23:43. Тот, кто несет на себе крест, печать креста и кровь, для того открыть путь в Эдем. Небесный Эдем. Помните, этот путь был прегражден, когда Адам и Ева согрешили, и преградили его херувим и вращающийся огненный меч. Сейчас мы можем туда входить. Никто не сможет попасть в Царство Божие иным путем, как только через Христа и через крест. Нету обходных путей. Только один путь. Иисус и крест. Иисус на кресте жаждал. Для чего? Чтобы мы с вами пили воду жизни. То есть крест – это место удовлетворения голода и жажды. Я на секундочку прервусь. Я понимаю, что очень много информации. Но вы знаете, я думаю, те, кто захочет углубиться, они еще раз прослушают и углубятся в какие-то моменты. Да? Поэтому будет слово записанное, озвученное, и вы сможете вернуться. Ну, а я в свой регламент уложусь 40 минут. И давайте наберемся терпения и послушаем дальше. Крест – это вечное знамение Ветхого Завета. Господь на своем воскресшем теле до сих пор носит печать креста. Да? На руках, на ногах, ребрах. Откуда мы это знаем? Да из Писания. Он явился после воскресения своим апостолам, да, и Фоме он даже разрешил, чтобы тот руку вложил в свою, его ребра, чтобы тот осмотрел его Божьи руки. Вот. Это в Иоанна 20:27. И сейчас Иисус носит эти затянутые раны, но из которых излучается уже Его слава. Это свет славы излучается сейчас. Вы знаете, вообще кровь там, в небесах, это не кровь вот такая, как у нас, физическая, алая кровь, но это свет. Кровь – это свет. Крест стал своеобразным трамплином к славе и возвышению. Иисус посажен сейчас одесную Бога на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, и все покорено под ноги Его. Иисус поставил выше всего, да? Он поставлен. Кем Он поставлен? Главой церкви. Аминь. Ефесянам 1, 20, 21, 22. Крест – это и наш трамплин к славе и возвышению. Мы посажены с крестом, где? Также на небесах. Аллилуйя, драгоценные. Через крест только. И в то же время крест – это то, из-за чего гнали Иисуса, из-за чего гнали и во все времена верующих преследовали, и то, что и будет продолжаться. Крест – это призыв к участию в страданиях Христа, место отождествления с Господом. Филиппийцам 3:10. Послание Филиппийцам 3:10. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Для чего нужно сообразоваться Его смерти? Ответ в 11 стихе читаем. Чтобы чего сделать? Достигнуть воскресения мертвых. Аминь. Апостол Павел пишет в Галатах 2:19. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христом. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть крест и мое сораспятие со Христом позволили Христу жить
во мне и через меня. Царство Божие таким образом внутри нас, каждого из нас. И я теперь живу верою Сына Божьего. Не в Сына, а верою Сына Божьего. Потому что только Его вера высвобождает Его жизнь. Жизнь вечная – это дар Божий. И Он дан благодаря Христу и Христу распятому. Каждый человек идентифицируется с тем, что было сделано на кресте по-своему, конечно. Кто-то задействует воображение, кто-то реализацию, кто-то провозглашение делает. Но сила креста, она будет действовать вне зависимости от того, каким образом он воспринимает. И все же, самое мощное отождествление произойдет, если Дух Святой возьмет каждого из нас на крест или ко кресту, где мы сможем иметь определенные переживания и получить откровение. Молитесь об этом. Чтобы нам не бездействовать и не оправдаться тем, что я же не пережил этого, что могу сделать? Молиться, ревновать об этом, размышлять. И вы знаете, что можно сделать? Можно нарисовать крест. А у кого есть картину, даже нарисовать можно целую. И написать просто на ней то, что было до креста, то, что крест у нас забрал, и то, что крест нам дал. Даже исходя из материалов этой проповеди, хотя здесь, конечно, будет далеко не все освящено. И время от времени по водительству Духа Святого смотреть на Него, молиться, потому что написано, что у вас получает сердце, и отождествляться таким образом. Это тоже будет нас приближать. Крест — это место, где все свершилось. Это слово, помните, тетерестай. Много раз на его говорили. То есть долг оплачен сполна. Долг устранен. Это слово также значит завершить, закрыть, совершить дело. Иисус на кресте закончил дело Отца. Слово «совершилось» Иисус сказал дважды. Первый раз Он сказал в Евангелии от Иоанна 19:30 и второе в Откровении 21:6. Давайте Откровение 21:6 откроем. И сказал мне, то есть Иоанну, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущий дам даром от источника воды живой. На арамейском слово «совершилось» — это «мшелим». Коренное слово «шалом», мы его все знаем, что значит «мир утвердить». Крест — это место примирения, место умиротворения. И в Колоссянам 1:20 написано, что посредством Его, то есть Иисуса, примирить с собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. На кресте, возлюбленные, нужно видеть конец старого и начало нового. Бог говорит: «Все творю все новое». Откровение 21:5. Только новое творение, Каина, с которым мы с вами являемся, может войти во все то новое, что творит Бог. Аминь. Все, что мы перечислили, безусловно, уже свершилось на Голгофском кресте. Но чтобы это взять, чтобы это принять, чтобы это усвоить, чтобы оно проявилось в нашей личной жизни, перекочевало с того места, где все свершилось, то есть со креста, в наше земное бытие, нашу жизнь, нам нужно учиться ходить с Богом. Как это делал Енох, это процесс. Все свершилось юридически драгоценное, да и аминь. Но нам надо войти в право наследования. Все это присвоить, взаимодействовать этим словом, соединиться с ним, кушать его, в конце концов, верить, провозглашать, освобождать. Как же тогда, можете спросить, если все свершилось, то почему мы должны со своей стороны какие-то действия еще предпринимать? Не закон ли это? Не добавляем ли чего-то? Давайте разберемся. Смотрите, мы умерли на кресте со Христом. Согласны? Если кто не согласен, читайте. Колоссянам 2:20, Колоссянам 3:3. Четко об этом написано. И мы умерли для греха. Да? Да. Не верите? Римлянам 6:2 прочитайте еще. А тогда о чем апостол Павел пишет? Я каждый день умираю. Это он пишет 1 Коринфянам 15:30. И призывает нас с вами умертвить земные члены наши и причисляет грехи, которые нам надо умертвить. Это Колоссянам
3.5. Вот Колоссянам 3.5 давайте мы вспомним. Колоссянам 3.5 он перечисляет просто там блуд, нечистоту, страсть, злую похоть или воздержание, которые есть идолослужение. Вот так вот. Или другой пример. Писание поставило нас с вами перед фактом, что мы уже совоскресли со Христом. Мы этого не помним, естественно. Это произошло в духе, да? Совоскресли со Христом. Колоссянам 2.12. Были погреблены с Ним в крещении, в Нем и совоскресли верою в силу Бога. Аминь? Но мало кто из нас живет и ходит в силе воскресения. Почему? Слово о кресте автоматически не работает. Все, что сделано, должно быть непосредственно активировано в нашей жизни верой. А так как мы живем очень часто, к сожалению, и верим, не согласно тому, что написано в Слове, то свершившееся все еще совершается. И мы возрастаем просто. И это факт. Проблема церкви не в том, что она не знает, что она имеет. Она прекрасно все знает, вы все научены. И все то, что я говорю, вы все слышали, знаете. Но проблема в том, что не знает, как активировать и высвободить то, что уже имеет. И как практически ходить в силе воскресения, чтобы тело наше перестало болеть, перестало стареть и так далее. И это практика. Мы начали сегодня с вами проповедь с рассмотрения первого местописания. Это было 1 Коринфянам 2 глава, где апостол Павел сказал, что он не знает ничего, кроме чего? Кого? Христа распятого. Аминь. Но в 3 главе здесь же этого послания он упрекает Коринфянам за то, что они незрелые. Хотя эта церковь, вы знаете, по нашим меркам это была крутая церковь. Она двигалась очень активно в дарах Духа Святого. Но они считали, что они действительно стоят крепко на ногах. И что же пишет им апостол Павел? 1 Коринфянам 3, 1, 2. 1 Коринфянам 3 глава, 1-2 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами на Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, и вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах». О чем здесь речь? Апостол Павел говорит, у вас нет силы, нет основания. Вы понятия не имеете, что такое крест Иисуса Христа. Драгоценное, невозможно быть зрелым, духовно глубоким и основанным человеком без откровения о кресте. Невозможно. 2 Коринфянам, 13 глава, 3 стих. 2 Коринфянам 13:3. «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне, Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божией, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божией в вас». И вот самое интересное, послушайте, пожалуйста, эти моменты. Вот в чем сила Христа. Крест открывает немощь, но дает силу. Замещается немощь силой. Происходит обмен немощи на силу. Сейчас я вам поясню. Помните, у нас внизу на первом этаже висел такой большой плакат. Огромный такой. И на нем там был орел нарисованный и местописание. Исайя 40, 31. Помните? «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Так вот, на иврите переведенное у нас слово как «надеющиеся» — это слово «хабах». Хабах. Что значит? Вот послушайте, что оно значит. 2 веревки, которые переплетены. Лиана, которая оплетает дерево. 2 перекладины, которые соединены веревкой. 2 проволоки, которые скручены. Представили? То есть этот стих в оригинале звучит так. «А те, кто сплотился, слился, скрутился, соединился, переплелся с Господом, обновится силой». То есть поменяет силу. Аллилуйя! Вот поэтому я иногда так и молюсь.
Я обратила внимание. Соединяйтесь с Господом, есть один Дух с Господом, да и аминь. Но нам надо не только в духе, но в душе и теле слиться, переплести, соединиться, скрутиться, стать одним. Мы сегодня с вами, хотя и не в полном объеме, но в основном осветили основные моменты, моменты обмена на кресте. Остальное изучайте, вникайте. Это глубина, это тема, в которую нужно просто вникать. Поэтому я предлагаю просто тем, кто хочет там двигаться, выпишите для себя то, что было сделано на кресте. И давайте сделаем такой кратенький вывод. И на этом все. Крест – это самое большое ободрение для всех людей во все времена. Аминь. И чтобы высвободилась сила креста, надо знать и видеть все то, что произошло на кресте. А для этого наш взор драгоценный всегда должен быть устремлен на крест. Наши мысли должны быть на кресте. О кресте и о кресте распятом. Надо отождествиться с распятым Господом, то есть пережить распятие, погрузиться в смерть креста и отождествиться с Ним в воскресении. Слава Тебе, Господь, и хвала за крест, за смерть, за воскресение. Мы молимся Тебе, Дух Святой, чтобы Ты просто нас углублял в это, чтобы Ты нас научал, чтобы Ты нам открывал глубины и вел просто в эти глубины и учил нас двигаться, ходить в силе креста. Аминь. Можно группу прославления? И я хотел бы спросить, если у нас есть люди, которые ни разу не молились молитвой покаяния, и не принимали Христа как своего Господа и Спасителя. Если кто-то есть, я могу с вами помолиться. Хорошо, меня можно после собрания, если что, здесь найти. Мы сейчас прославим Господа также в конце. Я бы хотел вам просто напомнить, сделать такой анонс. Помните, я вам говорил, что к нам приедет пастор с Кавказа, Рафаэль. Он у нас уже был как-то до этого, и он будет учить о посте и о молитве, и мы будем поститься. Он прилетает 25 числа, это через неделю. Не на следующей неделе, а через неделю. 26, 27, 28, это пятница, суббота, воскресенье. Мы берем пост 3 дня. Если для вас это в новинку, если вы никогда не постились, возьмите 1 день, например, да, но пастор Рафаэль, он будет учить об этом. Если вы хотите узнать, что такое пост вообще, зачем он, какие плюсы есть для духовной жизни, для физического тела, для исцеления, он будет активно молиться за исцеление. Он сначала приедет в Нерюнгри, и там как бы они начнут с понедельника, он 3 дня там попастится, войдет в это, из поста не будет выходить, и сюда приедет уже весь наполненный духом к нам, как бы и продолжит дальше еще 3 дня здесь. Вот, и я верю, что это будет чудесное время. Есть много свидетельств по разным церквям, куда он приезжал, где он учил, когда церковь, она постилась, то есть там чудеса происходили, исцеления, и получался какой-то такой, знаете, духовный прорыв. И у нас вообще какие-то, мы стоим на пороге каких-то перемен, мне кажется, у нас много чего происходит. Может быть, здесь сейчас не видно, но те мысли, те вещи, которые уже происходили, то, что будет происходить, я верю, что у нас грядут перемены. Поэтому добро пожаловать. Кому вообще интересна вот эта тема поста? Есть кто-то? Конечно. Слава Богу за вас. Поэтому добро пожаловать еще раз. 26, 27, 28. Билеты куплены. То есть, если уж только совсем что-то там такое произойдет, а так как бы все куплено, он планирует, он прилетает. Вот. На следующей неделе добро пожаловать сюда в воскресенье. Как бы у нас также будет воскресное собрание. В пятницу мы возобновили у нас вечер хвалы, поклонения и молитвы. И там тоже хорошо, в пятницу в 6:30. Также добро пожаловать. Вот.
Ну а сейчас давайте мы прославим Господа. И что еще? Да, конечно. Еще одно объявление. Евразийской богословской семинарии, это всего лишь 2 года. То есть мы бакалавриат не заканчивали, но это как такой все равно диплом, который дает право работать в церкви. То есть здесь это академическое библейское образование, богословское. Хорошо, давайте мы прославим Господа. Благо, благо, благодать, Он мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса, я буду петь и танцевать. Благо, благо, благодать, Он мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса, я буду петь и танцевать. Незаслуженно прощен, незаслуженно спасен, незаслуженно любим, потому что я твой сын. Незаслуженно прощен, незаслуженно спасен, незаслуженно любим, потому что я твой сын. Благо, благо, благодать, Он мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса, я буду петь и танцевать. Невозможно заслужить, невозможно мне купить то спасение во Христе, что Бог решил мне подарить. Невозможно заслужить, невозможно мне купить то спасение во Христе, что Бог решил мне подарить. Благо, благо, благодать, Он мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса, я буду петь и танцевать. Слава Богу, пусть Господь Он благословит вас на эту предстоящую неделю, пусть у вас все получается. Помните, да, что мы живем со Христом не только в церкви, но каждый день, поэтому я благословляю вас на это. С миром.